В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте! Неделя принесла нерадостные вести владельцам электросамокатов. Их обяжут выучиться на права. Устройства с электрическими двигателями хотят приравнять к мопедам, управлять которыми должны только лица старше 16 лет с удостоверением категории М. Проезд разрешен по краю проезжей части дороги или обочине. На тротуар электросамокатам въезд закроют. Юбилей первого в мире электромобиля, сконструированного французским инженером Гюставом Труве в 1881 году, отметили британские инженеры. Точная копия оригинала проехала по той самой улице в Париже со скоростью 16 км в час. Аппарат очень похож на современный электробайк. У него есть мотор в помощь водителю, но в то же время можно самому крутить педали. В проекте использованы материалы и детали, близкие по качеству и составу оригинальным образцам. Ходовая часть, как и в случае с аппаратом Труве, взята от трицикла тех лет. На заре автомобильной эпохи электромоторы конкурировали с двигателями внутреннего сгорания, но бензиновые и дизельные тогда взяли верх. В 21 веке все возвращается на круги своя. Вот и Volkswagen представил в своем автосалоне в Шанхае новинку – электрический кроссовер ID.6. Две его модификации предназначены исключительно для китайского рынка. Эти автомобили не продаются в Германии, предупреждая зрителей надпись в нижней части экрана демонстрационного ролика, представляющего электрические кроссоверы, украшенные эмблемой Volkswagen. Премьера прошла на автосалоне в Шанхае. Концерн разработал две модификации автомобиля ID.6 исключительно для китайского рынка. Обе оснащены тремя рядами кресел для перевозки 6-7 человек. Руководство Volkswagen планирует довести продажи своих электрических машин в Китае до 50% к 2030 году. Представляя кроссоверы, глава марки в стране Штефан Воленштейн пригласил будущих водителей и пассажиров в незабываемое путешествие в недалекое будущее. Безусловно, ID.6X и ID.6 Cross – это модели Volkswagen. Они основаны на самых передовых идеях наших конструкторов и инженеров в Германии и здесь, в Китае. Они предназначены для спокойных, удобных и безопасных поездок. В качестве партнеров для производства обеих модификаций выступают две китайские фирмы. В пятницу стало известно, что немецкий концерн продал в первом квартале на местном рынке 990 600 автомобилей, на 61% больше, чем за тот же период в прошлом году. Другой любитель электрокаров и по совместительству владелец крупнейшей частной космической компании Илон Маск получил контракт от НАСА почти на $3 миллиарда. Миллиардер займется строительством корабля для доставки астронавтов на Луну уже в 2024 году. Ожидается, что спускаемый аппарат примет на борт 2 американских астронавтов. В отличие от миссии «Аполлон», агентство готовится к более длительному присутствию на естественном спутнике Земли. Этот проект может дать старт и полетам на Марс. НАСА стремится обеспечить себе регулярное пребывание на Луне. Кстати, в гонке за госзаказ Маск обошел своего соперника Джеффа Безоса. Тем временем миниатюрный дрон НАСА совершил первое краткое путешествие в атмосферу Марса. Робот Ingenuity поднялся на высоту 3 метров, некоторое время двигался вперед, затем завис и опустился на все 4 опоры. Полет длился 40 секунд. Инженеры лаборатории реактивного движения в Пасадене, осуществившие эту операцию, не стали скрывать ликование и далее сравнили достижения со свершением пионеров авиации братьев Райт. К слову, их именем названа стартовая площадка, первая в своем роде за пределами Земли. Компания Apple на первой презентации 2021 года представила новый моноблок iMac всеми ожидаемого процессора M1X. Не случилось, но устройство стало тоньше, при этом и производительнее. Выбивался из всего увиденного и обновленный iPad, но при этом не обошлось без совершенно нового гаджета. Первую онлайн-презентацию Apple 2021 года Тим Кук начал с того, что представил уже известный продукт, но в новом цвете. iPhone 12 теперь еще и фиолетовый. На этом разговор о красках не закончился. Новый iMac будет выпускаться в 7 разных цветах. Моноблок следующего поколения лишь чуть толще планшета – 11,5 мм. Кроме того, на него установлен 24-дюймовый дисплей в 11 миллионов пикселей.
а еще фронтальная HD-камера. Последнее пожелание от многочисленных пользователей, которые жаловались, что в эру Zoom-конференций качество изображения на прежних моноблоках Apple оставляло желать лучшего. В продажу новинка поступит 30 апреля по цене от 130 тысяч рублей. Новый iPad Pro отличается от предшественника тем, что впервые работает на процессоре Apple собственного производства. Компания утверждает, что он быстрее и эффективнее. Кроме того, продемонстрировали новый интерфейс для подкастов в iTunes, следующее поколение приставок Apple TV, а еще новый гаджет. Брелок-локатор AirTag. Прикрепив его к предмету, можно будет отслеживать его местоположение, синхронизировав метку со смартфоном. Цена от 2990 рублей. В школах Якутска начнут работу киберволонтеры. 20 ребят проведут экспресс-занятия по информационной безопасности. Проект Дворца детского творчества в этом году получил поддержку гранта молодежи по пропаганде информационной безопасности в сети интернет. Обучение киберволонтерству началось с прошлого года, и вот в этом месяце прошло заключительное занятие. В прошлом году летом мы обучались дистанционно по этому проекту и обучались тому, как помочь людям узнать те или иные проблемы интернета и преодолеть их. В том числе мы помогаем людям ориентироваться в сети интернет и помогаем им понять, как себя обезопасить от мошенников и тому подобное. Украинские пенсионеры выбрали себе необычное хобби. Они денно и ночно участвуют в баталиях друг с другом в CSGO. Как ловко бабушки и дедушки орудуют мышкой и клавиатурой, узнаем в следующем сюжете. Подобные страсти кипят в каждом компьютерном клубе, в котором играют в Counter-Strike. Но эта команда любителей стрелялок не такая, как все. Я Жданов Віктор, мені 61 рік, і я граю в Counter-Strike. Я Тетяна, мені 61 рік, я граю в Counter-Strike. Меня зовут Олег, мне 62 года, я играю в Counter-Strike. Команда Ageless Shooters состоит исключительно из игроков пенсионного и предпенсионного возраста. Словом, тех, кто с трудом понимает, как пользоваться мышкой и клавиатурой. А представления о компьютерных аркадах ограничиваются Тетрисом и пасьянсом Косынка. Такой была и 61-летняя Татьяна Силенко, но Counter-Strike изменил ее жизнь. Теперь бабушку величают по ее виртуальному никнейму «Валькирия». У нас немає вільної хвилини. Теперь у меня нет ни минуты свободного времени. Раньше я целыми днями сидела и ждала телефонного звонка от дочери. Когда она не звонила, я думала, ну вот, ей на меня все равно. Теперь же, когда она спрашивает, могу ли я с ней поговорить, я отвечаю, нет, у меня тренировка в Counter-Strike. Или нет, я играю в бридж. Теперь она сама ищет со мной контакта, пишет, что давно не общались, но мне теперь не до нее, я живу новой жизнью. Команду стариков-контртеррористов собрал геймер Андрей Фарбун. Разместил объявление в газете. Вспоминает, что учить их пришлось самым азам. Теперь они тренируются в клубе 3 раза в неделю, а потом еще бегают с виртуальными автоматами Калашникова дома. Итог не менее 4 часов стрелялок в день. Татьяна уверена, вопреки расхожему мнению, это не вредно, а наоборот даже полезно. Навіть, скажімо так, я замітила, що Раньше, когда я переходила дорогу, я сначала долго смотрела налево, потом направо и только тогда делала шаг вперед. Теперь же я замечаю боковым зрением, есть ли машины или нет. Мои реакции стали быстрее. Я вижу картину в целом и уверена, что в этом мне помогла игра. Тренировки Ageless Shooter теперь не просто хобби, но и полноценный киберспорт. В 2019 году киевляне схлестнулись на виртуальной карте с соперниками из Швеции. Скандинавы были повержены со счетом 16-1. Теперь в планах создать целую лигу для пенсионеров-игроманов. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, ищите на YouTube-канале Якутия24 и в инстаграм-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!